SoundForce.com. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у меня в гостях блогер, молодежный деятель, актриса Джонон. Добро пожаловать в мой канал образовательный, правда. И сегодня посвящаем нашу тему языкознанию. Всем привет. Вот мой вопрос лично к тебе как молодежному деятелю, поскольку ты языки знаешь, ну, в том числе русский язык, знаешь на высшем уровне. И вот стереотип такой складывается на сегодняшнем современном Таджикистане, что молодежь, у которого есть все возможные аспекты. У них есть интернет, у них есть школы современные, у них есть учителя современные, но почему-то они не обращают внимания на изучение языка. В чем проблема? Наверное, будем ссылаться на молодость. Ну, по мне, смотрите, как я сама выросла. Я выросла сама в такой семье, где у нас все кандидаты наук. И для нас обучение это было в первую очередь. Образование, обучение. Я была маленькая, у меня гувернантка была, которая разговаривала со мной исключительно на русском языке, а также гувернантка, которая разговаривала со мной исключительно на английском языке. Во мне это все сложилось с детства. Не только во мне, в моих сестрах, в моей сестренке. У моей старшей сестры 4 диплома. Она знает 8 языков. Мама сама знает 4 языка. Туда включается и английский, и арабский, и турецкий, ну и русский, таджикский считать не будем за зарубежный язык. И этот иностранный, то есть язык. Для нас это изначально вот было. Мне кажется, это все в первую очередь отходит от семьи, от воспитания. Если, допустим, я бы родилась в семье продавцов, допустим, как сейчас модно это называть, бизнесменов, я бы, наверное, не была заинтересована в том, чтобы изучать языки. Или там вообще где-то учиться. Я бы, наверное, бросила школу в 9 классе и начала бы, попробовала открыть свой бизнес. Все это закладывается нас от родителей, мне кажется. Что свято для родителей, то свято для ребенка. Но вот такой вопрос. На сегодняшний день большинство нашей молодежи постоянно, это не закрытая тема, уезжает за границу. То есть кто-то на заработки, кто-то в поисках бизнеса, в поисках знания. Кто-то в поисках себя. Кто-то в поисках себя, соответственно. И вот проблема возникает тогда, когда они пересекают ту черту. То есть они, когда на территории своей родины, то есть у себя в Таджикистане, они почему-то не считают это важным языкознанием. Но когда они попадают в ту среду, где обязательно, то есть сегодня, смотри, по законам Российской Федерации, если мы берем конкретную, да, вот, страну Россию, с 2015 года был принят такой закон, что за знание языка, то есть за незнание языка ты будешь платить, чтобы изучать их язык, коль ты приехал в их страну. Ну вот вопрос возникает, ведь школы, университеты, вся среда у нас ведь сегодня есть. Да. То есть мы не можем опираться на такую вот тогдашнюю проблему, что вот учителей нет, школы нет и так далее. Кадров. Да, кадров. Сегодня все это есть. В чем видите вот именно вот эту проблему? Почему все есть, но нет вот именно той вот схватки или вот той тяги к знанию? Тем не менее, сейчас вот, извините, что они, зная, уезжают в русскоязычные страны. Даже вот хоть в Узбекистан поезжай, хоть, я не знаю, в Казахстан, в Белоруссию, там надо знать русский язык. В чем проблема вот? Я не могу даже, мне кажется, точный ответ вам сейчас дать. Я так думаю, что, возможно, это наша горячая кровь, наша самоуверенность. То, что наши люди, они считают, допустим, вот какой-нибудь парень, да, соберется в Россию, не знаю русский язык, наверное, они надеются на то, что там же сразу обучатся. Во-первых, если мы говорим чисто о России, то мне уже кажется, что на данный момент в России уже русский язык не нужен. Потому что, насколько я помню, у меня несколько друзей было, которые ездили в Россию на месяца 2-3, попытаться что-то заработать или там попытаться найти себя, возможно, там вот обустроить свою жизнь. Когда они возвращались, по возвращению у них спрашивала, как, что там,
как твой русский язык? На что они мне отвечали, что нам там русский язык не нужен, у нас были таджикскоязычные все люди вокруг, все таджики нас окружали, и нам русский язык не нужен был абсолютно. А то, что там нам, допустим, сходить в магазин, это мы можем и по слогам объяснить, или там показать и узнать, что да как. Ну вот я еще раз подчеркну, что в 2015 году был принят такой закон официальный, что кто приезжает в Россию, они вынуждены проходить определенные вот курсы для получения сертификата. А те, кто не знают, либо их выдворяли с территории России, либо им не давали определенные разрешительные документы. То есть, видите, опять возникает такой вот вопрос, что почему есть возможности, не пользуются ими молодежь. Я даже не знаю, что сказать. Хорошо, вот значит следующий вопрос. Насколько сложно вы видите изучение, например, тот же русский язык? Вот я не говорю. Вот, например, когда вот мои программы в основном идут на классическом, то есть на родном таджикском, и все, в основном мои подписчики, вообще те, кто обращает внимание, они думают, что я не знаю каких-нибудь либо других языков, потому что я в основном на классическом, то есть на культурном языке разговариваю. Они думают, ой, и обо мне тоже так думают? Кто-то подкалывается. Я говорю, нет, это вовсе не так. Я знаю и так же, как на родном языке, знаю и русский язык, знаю также английский язык. То есть вот спокойно могу общаться, разговаривать. Чаще всего у меня вылетают русские слова, когда я веду свои программы. И вообще таджикскому языку я обучилась в 11 классе. Таджикскому языку. Изначально я получила русское образование. Я училась в русско-московской гимназии для одаренных детей с гуманитарным уклоном. На таджикском языке в априори не разговаривали. Я выросла в Чкаловске. И одноклассники у меня все тоже вокруг русские, украинцы и так далее, немцы и так далее. У меня необходимости разговаривать на таджикском языке не было. И произошло так, что мы приехали в Душанбе, меня перевели сюда в школу, в среднюю школу, последний 11 класс, последний год мне нужно было тут проучиться. Я попала в русский класс, где не разговаривают на русском языке абсолютно. И там, конечно, у меня было слишком много конфликтов с одноклассниками, с учителями. То, что бывало так, что у нас уроки проходили на таджикском языке, хотя и русская группа. Я буквально поздороваться толком не могла нормально на таджикском языке. У меня часто были конфликты насчет того, что я не разговариваю на русском языке. Меня заставляли разговаривать на таджикском, и буквально так в течение 2 месяцев я более-менее уже пыталась разговаривать на таджикском языке. Но это был какой-то новый таджик. Во мне можно было увидеть новую таджичку, потому что не получалось мне проговорить какие-то слова. Я могла перепутать буквально слово «човандос» с «пояндос». У меня до сих пор такие проблемы возникают, и меня пытаются друзья не с издевательством, а с помощью, как бы, с подтекстом помощи мне помочь, меня подправить. Потом у меня на русском языке, как я считаю, что русскому языку, русский язык изучать или обучаться русскому языку, для меня это ничего. Ну, хорошо, вот для вас это ничего, а вот для остальных я удивляюсь, молодежь, что наша молодежь, многие, 70% я считаю, что не разговаривают на русском языке. И я этому удивляюсь, потому что сейчас и на улице можно любого. У нас русскоязычный народ. Это ни для кого не секрет, что второй язык для нас является русским языком. Потом уже после второго русского языка у нас идет мункинки, там где-то по чуть-чуть узбекский язык. Я вот этому удивляюсь, что почему, то ли это слишком наше понятие патриотизма неправильное в нашей молодежи, что мы не будем разговаривать или там изучать русский язык, мы будем только на таджикском. Это неправильное понятие патриотизма, я так считаю. То ли что там еще, не знаю. Такой вот вопрос. В большинстве наших школ, быть может, с 4 класса уже изучают русский язык. Насколько я знаю, со 2 класса. Но, тем не менее, вот если со 2 класса, то, представляете, 10 лет ходить в школу, изучать русский язык, то есть, иной язык, но в то же время не узнать ничего, даже элементарного. Вот вопрос вот такой, почему это вот происходит именно среди молодежи. А вот те, которые люди были в Советском Союзе,
Ну, у них тогда не было проблем, потому что это была советская страна, это русская страна была. Тогда и русских много было, и русские школы были, они знали то есть на автоматическом уровне уже знали. Вот я современной молодежи, потому что во многом обращал внимание и вот не могу понять. Меняются времена, меняются интересы. Согласитесь, как вы говорите, в советское время не только изучение русского языка было одной из важных, а вообще образование было важным критерием для любого человека. А сейчас у нас так, что такое происходит, что вообще могут уйти со школы там с 9 класса. Парни сами могут это решать, девушки сами решают, утверждая свое решение со своими родителями. Родители, я насколько понимаю, не против, чтобы ребенок вышел с 9 класса, ушел со школы и начал работать уже. Мне кажется, не знаю почему, но я сама удивляюсь, почему люди в данный момент не заинтересованы в образовании. Хотя, знаете, я раньше так считала, буквально до прошлого года. Уже год, как я считаю, обратно, что в любом обществе есть и минусы, и плюсы. Ну да. Я считала, что молодежь вообще сейчас не заинтересована в образовании и так далее, или в развитии, в саморазвитии даже если. Сейчас я считаю вообще по-другому, потому что я часто сейчас встречаюсь с теми людьми, которые пытаются и в саморазвитии где-то успеть, и в образовании где-то там успеть, и еще где-то там поработать, и они пытаются, не знаю. Тут вообще на эти вопросы, мне кажется, тяжело найти будет ответы. Ну, понятно, вот вы подчеркнули систему образования. Быть может, молодежь не видит в образовании какого-нибудь стимула. То есть, да вот, почему мне учиться, Но это куда очень мне идти? ошибочно, между прочим, мнение. Ну, именно вот вопрос в том, что они определенный возраст, определенные шаги проходят, а потом уже додумываются, да, осознают, что уже опоздали. Вот буквально сегодня видел передачу с бароном, и он одного молодого человека повел, ну, помог ему, и ему задал один вопрос, критический вопрос, говорит, что бы ты хотел изменить в своей жизни? Я бы хотела вернуть в школьные года и вот учился. именно, вот он прям вот ответил красноречиво, точно, ясно говорит, я бы вернул свои школьные годы и учился бы. Так что я для каждого из нас, для каждого, неважно, ты на заработках, ты в поисках знаний, в поисках себя, кем бы ни был, где бы ты ни был, ты будь в поисках образования. Пытайся открыть для себя что-то новое, именно, что-то изучить. И вот в конечном итоге ваши советы для моих подписчиков и вообще в целом и для ваших, потому что, быть может, те, кто у меня подписан на страницах, они у тебя, ну или наоборот. Посоветуйте им что-нибудь, чтобы они как стимул. Я посоветовать ничего в данный момент не могу, потому что любой человек имеет право не прислушаться к моему совету. Но в любом случае. Я хочу на своем примере кое-что рассказать, то что мало того, что я успеваю везде в социальных сетях появляться, мало того, что я успеваю там где-то отдохнуть, возможно, и себе время уделить, и не всегда я не выгляжу так, как человек, который будет зациклен на образовании в своей жизни. Я успеваю за собой поухаживать как девушка, и дома успеть что-то там сделать, и здесь где-то на работе, и успеваю везде у вас там на телефонах появляться. Помимо этого всего, я сейчас учусь на 2-м образовании, потому что я понимаю, что без этого всего, без диплома, человек на самом деле, мне кажется, что... Давайте на турецком языке вот это вот скажу, да, мне вот именно это слово хочется сказать. Сафи одамиба нест. Без диплома, я так считаю. И вообще, я поставила себе цель, что в течение пару лет, ближайшее будущее, я устроюсь куда-нибудь в университет и буду преподавать русский язык. Вот еще в наших рядах еще один молодой учительница, точнее, русского языка. И вообще совет для всех наших соотечественников, наших друзей, которые живут в нашей стране, которые за пределами страны. В любом случае, начинайте с обычных, с двух стишей, я не знаю,
сказки какие-нибудь почитайте, там анекдоты какие-нибудь почитайте. Почитайте четверостишие Амар Хайям, потому что они 4 строки быстро заканчиваются, понятные и научат вас и разуму, и интересно. Интересно, правда. Как сейчас наша молодежь зациклена на, я извиняюсь за выражение, алкоголе и там других каких-то утехах. Амар Хайям тоже посвящал многие свои рубаи этому. Мне кажется, интересно будет вам почитать. А вообще я сама посоветую вам почитать, пусть это будет запрещенная литература зарубежная на русском языке. Вам будет и интересно изучить, что там мотив какой книги, и каждую эту ситуацию, и ваш язык, русский язык, хорошо подтянется. До следующих программ. Всем удачи. Всем удачи. RenderForce.com